Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Добрый вечер. Приветствую всех наших гостей, всех наших телезрителей. Тема нашей сегодняшней беседы – ход вакцинации в Татарстане. С удовольствием эту тему обсудим с нашими гостями, но для начала небольшой опрос. На днях Левада-центр опубликовал данные соцопроса. Вопрос, который задавали людям, отвечали 1621 человек. Готовы вы лично сделать прививку? Ответы, как нам кажется, неудивительны. Да, 15%, уже сделал 32%, 1% затрудняется ответить, 52%, хорошо выделено красным, которые говорят твердое «нет». Сегодня как раз мы об этом разговариваем, о той самой теме, которая никого не оставляет равнодушным, наверное, на протяжении уже всего этого года точно. Да? В прошлом году, если мы еще ждали этой вакцины, то в этом году мы обсуждаем, чем она опять в очередной раз кого-то не устраивает, те самые 52%. Сегодня мы об этом говорим с нашими гостями, я их с удовольствием представляю. Владимир Владимирович Жаворонков, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан. Первый раз у нас. Добро пожаловать. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Диана Эльдаровна Абдулганиева, главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заведующий кафедрой госпитальной терапии Казанского государственного медицинского университета, профессор, руководитель терапевтической службы РКБ. Все верно? Добрый вечер. Добрый вечер. И также впервые у нас сегодня и рада видеть Наталья Дмитриевна Шахразиева, заведующая эпидемиологическим отделом городской клинической больницы номер 7 города Казани, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии Казанской государственной медицинской академии. Здравствуйте. Здравствуйте. С нами сегодня по скайпу Ленера Талгатовна Габдулхакова, врач-эпидемиолог Сармановской центральной районной больницы. Хайрлы киш. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Я напоминаю нашим телезрителям. Телефон студии 554-56-10, код Казани 843. Вы можете дозвониться до нашей студии и задать свои вопросы нашим экспертам. Я напоминаю, что мы сейчас в прямом эфире в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube, поэтому смотрите. И мы возвращаемся вновь к тому же опросу, с которого и начали. Во-первых, 32% в стране не привиты даже одним компонентом, да, мы спишем это, ну, скажем так, на погрешность. Во-вторых, поражает отсутствие равнодушных, всего лишь 1%, который такой затрудняющийся ответить. Ну, то есть все, во-первых, в теме, и, во-вторых, знают, что им думать. Ну и главное, вот эти 52% против, то есть большинство. Ну, честно говоря, вот выглядит как приговор. Вот ваше мнение, что случилось с людьми? Если бы мы говорили вот о чем-то другом, наверное, был бы ответ, ну, вот без шансов, да? Как бы мы прокомментировали вот это все, Владимир Владимирович? Ну, честно говоря, я с вами согласен, что действительно статистика неутешительная, и особенно она неутешительная для системы здравоохранения, потому что мы со своей стороны очень четко понимаем, что те 52%, которые не хотят вакцинироваться, это те люди, которые готовы рискнуть своим здоровьем, готовы рискнуть последствиями для своего здоровья и испытать все превратности судьбы в тот момент, когда человек заболевает COVID-19, а что самое страшное, когда он еще получает определенное осложнение, как на ближнесрочном периоде, так и на отдаленном. Поэтому для нас действительно 52% это цифра, которая ну, никак не может удовлетворить, именно исходя из позиции, что мы с осознанием относимся к тому, что это потенциальные наши, к сожалению, как это ни страшно звучит, пациенты. Диана Эльдаровна, ваше мнение? Да, ну на этой диаграмме, в общем-то, есть и радостные цифры. Если мы суммируем 32 и 15, мы получим 47% людей, которые либо сделали, либо намереваются, надеемся, в ближайшее время сделать прививку. И, конечно, цифра 52, она вызывает беспокойство в первую очередь, потому что мы понимаем, что это половина населения, и несмотря на ту большую информационную кампанию, которую мы проводим, на тот длительный период, что мы живем вместе с ковидом, конечно, это не утешительная цифра, но мы надеемся, что такие мероприятия, как сегодняшние, позволят снижать эту цифру, и все больше и больше людей в нашей стране брать ответственность за свое здоровье и прививаться. Наталья Дмитриевна, как бы вы? Вы знаете, я хочу сказать, что меня эти цифры вообще не порадовали. Если в самом начале прививочной кампании, вот наша, например, городская клиническая больница номер 7 прививала по 500, по 600 человек в сутки, то сейчас мы скатились до 100 человек в сутки. У нас с вами, у всех, есть только один единственный инструмент. У клиницистов, у эпидемиологов говорить правду, говорить честно, зачем это надо, почему это надо, объяснять все досконально. Отсутствие информации, я не могу сказать, что ее нет. Есть, конечно, информация, но вот все социальные сети, они тоже кричат о том, что есть много вреда, но пользы же гораздо больше, поэтому чем больше мы с вами
будем об этом говорить, и этот процент у нас снизится намного. Меня это тоже очень обеспокоит. И если мы в начале прививочной кампании, я всем с гордостью говорила, что 20-е годы к нам пришли вакцинироваться, 30-е, 40-е, дедулечка с клюшечкой идет и вакцинируется. Сейчас, к сожалению, нет такого. К сожалению, пока такого Ну, мы нет. помним рекорды 18 тысяч в сутки. Доходило, да, вакцинируемых в сутки в Татарстане. Это был, наверное, июнь. Вот, как я понимаю, что первый период, первые полгода, с марта точнее, мы получили тех сознательных граждан, Да, которые которые ждали, очень которые пошли, хотели защитились. привиться, У нас ждали. сейчас остались те, которые либо сомневаются, либо твердо уверены в том, что Это им делать, не поможет. что этому не поможет. Вот если сейчас идти такими темпами, как в России, вот нам нужно ровно год, наверное, чтобы привить 70% населения. Татарстану тут еще дольше, вот как мы посчитали. Сегодня мы уже действительно реально понимаем, что нам никогда не достичь этого показателя. Хотя вот к 1 ноября такие достаточно оптимистичные, не оптимистичные, а прогнозы все-таки были, что 50% мы привьем к 1 ноября. Знаете, я думаю, что здесь надо уже уходить от парадигмы гонки за определенными процентами. Здесь необходимо размышлять через призму каждого индивидуума. Понятно, что в пандемию частота вакцинации возрастает, периода вакцинации, и мы сейчас уже проводим повторную вакцинацию, когда она проводится через 6 месяцев после первой вакцинации. И действительно, в подтверждение того, что вы говорите, я с этим согласен, говоря о том, что мы к 2022 году, там, 2023, как угодно, это можно даты перечислять, но сейчас понятно, что те, кто вакцинировались в декабре, в январе месяце, уже давно пришел момент, когда надо проводить повторную вакцинацию. И вот здесь вот этот пресловутый коллективный иммунитет, он немножко с другой же стороны смотрится. Не совсем то, как это изначально преподносилось, когда коллективный иммунитет обозначал, что за короткое время привьется большое количество жителей страны, республики, города, как угодно. Здесь уже это становится повседневным процессом. Но гнаться за показателем иммунитетным, процентом и так далее мы не должны сейчас? Нет, гнаться за показателем мы должны, безусловно, но очень важно понять, что такое гнаться за показателем. Да? Это не выполнить любой ценой быстрее, выше, сильнее. Да? Это с пониманием дела относиться, и каждый человек должен задать для себя критически важный вопрос. Мне это надо? Кем и чем я рискую? И что я собираюсь делать, чтобы эти риски снизить? И вот это основные элементы, вокруг которого крутится вот этот весь вопрос вакцинации. Очень многие, к сожалению, по нашему опыту общения, не задумываются об этом от слова совсем. Ну, задумываются уже когда оказываются, наверное, на больничной койке. Это тоже важный момент. Я позволю себе ремарку, что когда мы обходим красные зоны, смотрим, как работают наши коллеги на местах, в госпиталях, 99% тех, кто лежит на койке, им задается вопрос, зная, что через что вы пройдете, вы бы вакцинировались, 99% отвечают однозначно «да». Хорошо, сегодня все-таки такая дата немножко памятная, историческая для Татарстана. Миллионный вакцинированный житель Татарстана. Юбилейную дозу вакцины получила 65-летняя Наиля Шагабиева. Нам сейчас даже покажут ее. Полгода назад она перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована в инфекционный госпиталь. К счастью, поправилась. В итоге ровно через полгода, как и полагается, как и рекомендует, она пришла на вакцинацию. Надеемся, что очень легко перенесет, да, вакцину. Возраст такой еще замечательный. Но вот как заявила Марина Потяшина, глава Роспотребнадзора по республике в интервью «Казанским ведомостям», темп охвата населения вакцинации вызывает крайнюю обеспокоенность, говорит она, в преддверии тем более осеннего сезона, когда тут еще может наложиться, во-первых, грипп, во-вторых, мы сейчас погружаемся в коллективы, особенно в детские, да, в учебно-образовательные учреждения. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент вакцинировали только 52% населения от плана. Насколько мы понимаем, 1 миллион человек, при том, что план у нас 1 800 000. Вот какие оптимистичные прогнозы все-таки? Кто скажет? Диана Ильдаровна. Ну, говоря о прогнозах вакцинации, мы, конечно, надеемся и работаем, что действительно мы выполним эту цифру, но мне бы хотелось сказать несколько о другом. Наверное, действительно, все те, кто хотел привиться и кто понимает пользу и риск от вакцинации, прошли через этот процесс. Поэтому, наверное, сейчас наша работа должна сконцентрироваться как раз вокруг тех слоев населения, которые традиционно, а мы видим это по характеру заболевших, это молодежь. Сейчас 80-е, 90-е годы рождения, в основном это тот контингент, который
наполняет стационарные койки и, соответственно, болеет средне-тяжелой и тяжелой степенью новой коронавирусной инфекции. Поэтому, наверное, точечная работа с этим населением, точечная работа с семьями, потому что пожилые люди, как сознательные, которые знают, что такое прививочный календарь, в общем-то, выросшие в советское время, вы совершенно верно отметили, большинство из них уже идут на ревакцинацию. И очень много задают, кстати, вопросов о ревакцинации, чем привиться и как все это будет переноситься повторное. А вот работа с коллективами трудовыми, работа с молодежью, работа со студентами, работа с родителями школьников, которые пошли, наверное, вот это та, которая предстоит в ближайшее время интенсифицировать и обращать внимание на эти группы людей. Там, похоже, подходы необходимо менять, да? То есть здесь просто было объяснение, что поступили вакцины, пожалуйста, защитите себя. Это для граждан сознательных, для всех остальных, похоже, методы убеждения, мотивации должны быть, наверное, другими. Наталья Дмитриевна, в каком возрасте примерно сейчас вот вакцинироваться, во-первых, приходят вот эти 100 человек? Эти 100 человек приходят в любом возрасте. Я не могу сказать какую-то прослойку. Единственное, хотела заметить. Вы знаете, что есть инструкция по вакцинации. И то, что в один и тот же день нельзя делать прививку и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. И только через месяц мы можем ее сделать, прививку от гриппа. Вот сегодня такой день, тоже важный в нашей жизни, когда по всем лечебным учреждениям развезли вакцину от гриппа. Поэтому мы немножечко темпы вакцинации из-за вакцинации гриппа снизим. Тот, кто сделал вакцинацию от гриппа, он сможет привиться, к сожалению, от коронавирусной инфекции не раньше, чем через месяц. Вот поэтому вот это нас немножечко затормозит. Но любая вакцина, хочу сказать, она обладает от гриппа иммуномодулирующим действием, и поэтому она подхлестнет наш иммунитет, и я считаю, что она тоже защитит наше население от коронавирусной инфекции, и месяц они выдержат, достойно выдержат и не заболеют. Мы надеемся на это. Придут ли те 52% только на прививку от гриппа? У меня также вопрос. Там скорее антипрививочная понимает ко всем вакцинам отношение. Я так понимаю, подобные люди? Ну, мы можем предположить это. Да. Мы можем это предположить, но сказать, конечно, достоверно тяжело. Мы вообще, надо сказать, что в очень интересную эпоху входим, когда у нас такого доселе не было, когда действительно вот две насущные прививки в один период времени необходимо сделать. И говорить какой-то здесь обладать предсказательностью вряд ли возможно. Это все опять пойдет вновь в новинку. И вот этот месяц, о котором говорит Наталья Дмитриевна, и вообще сама парадигма вакцинации, которая тоже меняется. Если раньше мы вакцинировали людей исключительно в поликлиниках и иногда делали выезды на станциях метро, то сейчас, посмотрите, мы делаем максимально удобно для населения, раскрывая торговые центры для вакцинации, уводя их от медицинских организаций, если есть определенное предубеждение у населения, дома культуры открыты, даже бизнес идет навстречу и открывает в своих офисах пункты вакцинации. То есть вообще меняется парадигма вакцинации как таковая с точки зрения как методологии, так и вот этой сервисной составляющей. Но при этом ведь молодежь, вот та самая 80-х, 90-х, которая внимательно отсматривает интернет, естественно, изучает все принципы там, очень часто в последнее время говорят, следят за Израилем, где идет рост, да, при этом вакцинировано практически все население, делается вывод, что вакцины не работают. Вот это логично? Как мы можем вот это прокомментировать? Ну, история с Израилем, она очень хорошо известна медицинскому сообществу, да, потому что мы все, безусловно, когда в декабре и в январе подавляющее большинство населения Израиля, у кого не было противопоказаний, были привиты, в общем-то, практически в обязательном порядке, стали действовать зеленые паспорта, сотрудники детских садов, школ, медицинских организаций в обязательном порядке были привиты, и вопросов никто много не задавал в этом отношении, все понимали, насколько это важно, чтобы страна начала функционировать так, как это было до пандемии. И если мы посмотрим на случай Израиля, да, привитые люди болеют, и мы это знаем, это абсолютный факт, и в этом нет ничего удивительного. Но совершенно другой вопрос, как они болеют, и как тяжело они переносят новую коронавирусную инфекцию. Вчера было 1 сентября, у меня была первая лекция старшекурсникам, 6-й курс, и она посвящена была актуальной проблеме ковид и постковид уже. И демонстрировала им данные рентгенографии одной и той же семьи, где жена была привита, а муж все откладывал, и как совершенно по-разному выглядит процесс в легких, хотя мы можем со 100% вероятностью сказать, что штамм один и тот же, потому что это муж и жена, проживающие в одной квартире. И в случае Израиля это демонстрирует очень четко. Да, люди болеют, но летальность там минимальная. Это погибают люди, у которых гематоонкологические заболевания, люди 85-90+. И
Поэтому как раз случай Израиля научил нас тому, что вакцинация, она предотвращает тяжелые летальные случаи и тяжелые инвалидизирующие случаи течения новой коронавирусной инфекции. Вот. Но потом, если позволите, если мы посмотрим на кейс Израиля, очевидно же, что когда была вот массированная вакцинация проведена, декабрь, январь, февраль, у нас как раз и сейчас происходят вот эти самые 6 месяцев, когда необходимо делать повторную вакцинацию. Я не настолько погружен в кейс Израиля, но что-то мне подсказывает, что там как раз-таки вопрос именно повторной вакцинации. Именно он достаточно остро встал вот в этой Да, ситуации, они да? сейчас получают 3-ю дозу. У нас ведь очень много коллег, с которыми мы общаемся практически ежедневно, средства мессенджеры позволяют. Да, 6 месяцев проходит, опять вся та же самая лесенка. Сначала менее защищенные, пожилые, потом работники Тот же социальной сценарий, структуры, да? да, и потом только молодежь, которая ждет эту 3-ю прививку. Хорошо, мы сейчас переключимся на рекламу, потом вернемся в студию. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о ходе вакцинации в Татарстане. И вот остановились на таком вопросе, точнее, вопрос поступил во время рекламы, о том, что сегодня люди решили пойти вакцинироваться от гриппа, а вакцины говорят нет. Я так понимаю, что сегодня... Мы сегодня развозим вакцины от гриппа в поликлинике города. И завтра, наверное, мы уже официально объявим о старте полноценной прививочной кампании от гриппа с определенными вводными данными. По районам также завтра Да, уже конечно, точно должно идет быть, развоз. Да? Хорошо, смотрите, сегодня открыты достаточно небывалые возможности для людей уже по вакцинации, могут уже, по-моему, и на дом прийти, лишь бы человек, если согласен. Вот как долго медики смогут, в общем-то, на ваш взгляд, работать в таких условиях, тем более, что они такое равнодушие в целом по отказу от прививок видят, вот если честно? Если честно, наши медики работают на 5 с плюсом, я бы сказала. И действительно ходят по домам, и действительно убеждают, потому что пожилое население, они хуже всех прививаются. У них почему-то самая низкая социальная такая позиция. Они говорят, нет, мы не будем, без всяких объяснений. Кто-то говорит, мы боимся, кто-то говорит, нет, нет, это нам не поможет. Вот. Но я думаю, медики справятся. Желание есть помочь ближнему. Мы же из-за этого и шли в медицину, для того, чтобы помогать людям. Но с точки зрения долгосрочной стратегии, конечно, это будет являться для системы здравоохранения определенной проблемой, потому что медики объективно работают 1,5 года уже на износ. И это абсолютно новый вызов. Мы не боимся таких слов, что таких вызовов система здравоохранения не испытывала очень долгие десятилетия. И, конечно, здесь очень важна синергия населения
и система здравоохранения. Система здравоохранения, безусловно, несет ответственность за своих граждан, но за здоровье своих граждан, да, но граждане тоже должны проявлять очень четкую ответственность за себя и, что еще важнее, за своих родственников. Ведь тот, который человек не вакцинируется, он абсолютно точно может быть переносчиком и привести эту заразу к себе в дом, к бабушкам, дедушкам, Ставит мамам, под угрозу папам. жизни своих родных, Конечно. детей, близких, родителей. Один человек может перезаражать очень много людей, а это огромная нагрузка на систему Вот здравоохранения. мы видим, как болеют целыми семьями. Еще вот такая неожиданность, наверное, в ходе прививочной кампании. Вот муниципалитеты, сейчас как раз Сармановский район, да, у нас тоже подключится. Муниципалитеты, Сармановский район, один из лидеров по вакцинации. Ну вот интересные цифры мы нашли. График у меня сейчас покажет режиссер. Значит, Иляксасское сельское поселение привито на 137%, вот сейчас нам покажут. Альметьевское сельское поселение на 206% привито. Вот сейчас на связи Сарманова. Линар Талгатовна, ну как можно объяснить вот эти цифры? Ну, дело в том, что у нас прививалось свои местные жители села, и у нас очень много приезжих. Очень много жителей набережных Челнов, которые покупают у нас дачные домики и проживают в летние периоды у нас. И вообще много приезжих с других городов, с Альметьевска, с Челнов, которые просто не хотят стоять в очередях в своих городах. Вот таким образом решили проблему подъехать либо к родственникам, либо к родителям, либо там, где они раньше жили и выросли, в населенные пункты, и привиться уже по месту жительства, там, где нет очередей. Вот такое вот простое объяснение. Простое объяснение. Зато, цифры-то какие хорошие. Линар Талгатовна, а в целом видите спад темпа вакцинации у вас в районе сейчас? Да, у нас уже вот с 25 числа мы пошли на снижение. У нас вот буквально вчера 41 человек было за сутки, потому что закончился отпускной период, все разъехались, и как бы максимум мы уже охватили. Сейчас уже вот темпы потихоньку снижаются, к сожалению. Хорошо. То есть мы сейчас понимаем, что в масштабах районов, республики смотреть на объективную картину цифр по вакцинации нет смысла. Наверное, да? Послушайте, это же не социальное соревнование. Я понимаю, но То при этом мы понимаем, что в этом районе как-то более активно убеждают, работают информационно. Я думаю, все-таки ваше ведомство также в этой ситуации Безусловно. Но, мониторит эту ситуацию, анализирует, где хуже, почему. скажем, если мы посмотрим в разрезе города, к примеру, да, у нас поликлиника, которая отвечает за авиастроительный район, может спокойно выйти на станцию метро, которая находится на Горках, и начать вакцинацию там. Нет задачи у поликлиники вакцинировать только свое прикрепленное население. Точно так же и районы работают. То есть нет задачи Сармановский буду вакцинировать, Челнинский, извините. Не по прописке, да. Абсолютно. Это не выдача кредитов, это вакцинация. Свободно, где тебе удобно на данный момент. Именно. Хорошо. Если у нас не привитые не российскими вакцинами, и какие у них сертификаты? Кто-то ведет это? Да, у нас есть, конечно, потому что закончилось время отпусков, и в странах ближнего зарубежья, в странах дальнего зарубежья побывали достаточно много, и вернулись в том числе и наши коллеги, и окружение. И вот возвращаясь к мысли Владимира Владимировича, одна коллега привелась спутником у нас и зашла в один из торговых центров. И она говорит, первое, кого я увидела, это человека, добровольца, волонтера, который сразу сказал, не хотите ли вы привиться? И поскольку время пребывания у нее в стране было более чем 3 недели, она пошла и привилась Pfizer, совершенно никаких документов с нее не требовали. Был выдан документ о первой вакцинации, о второй вакцинации, и все в том же торговом центре она провела и введение второй вакцины. У нее теперь сертификат другого заграничного У нее теперь образца, документ о том, что она привита спутником ВИ и через определенный период времени привита Pfizer. Хорошо. Вот мы еще смотрели на статистику. В Марий Эл привили тот же процент населения примерно, как у нас, но там где-то 170 тысяч человек, да, то есть в 6 раз меньше, чем у нас. Или Чукотка, там 43%, но это 21 тысяча человек. Вот количество привитых важно или нет, или важен только процент? Вообще, как вот посмотреть на проценты и человеков? Я думаю, что важны оба показателя. Конечно, процент на уровне коллектива, на уровне страновом, на уровне республиканском, региональном, как угодно, он важен. Но в отношении абсолютного числа это тоже крайне важная вещь. И крайне важно вакцинировать каждого, дойти до каждого, донести информацию до каждого. И все-таки сделать так, чтобы человек привился.
Диана Ильдаровна на одной из прошлых программ сказала, что, в общем-то, по КТ можно отличить, привитый или не привитый, да? Условно, да? То есть говорит человек, в общем-то, вроде бы привился, на самом деле, вот вроде бы КТ смотрим, они похожи. Степень Что тяжести, да. По степени тяжести. Что делать с этими липовыми сертификатами и мошенниками, которые, в общем-то, зарабатывают? Люди обманывают, похоже, сами себя, приобретая, да, вот эти сертификаты о вакцинации или какие-то справки. Вот что делать с ними? Ну, мы должны сказать, во-первых, что такие случаи не являются массовыми. Это базовый элемент. Второй момент. Человек сам делает выбор. Что с ними делать, это пусть занимаются люди, которые уполномочены заниматься с этими липовыми сертификатами и так далее. Это больше не вопрос системы здравоохранения. Наша задача лечить, диагностировать, профилактику проводить. Но с точки зрения самого такого естества человеческого, да, это немножко, на мой взгляд, все-таки противоестественно. Когда человек покупает сертификат, осознанно рискует своим здоровьем, рискует здоровьем своих родственников, близких, еще и деньги за это платят. Ну, Добавлю тоже, да, это путь в никуда. Человек все равно заболеет. COVID-19, к сожалению, стороной не обойдет никого. Поэтому человек сам себя действительно обманывает, а потом приходит и горькими слезами плачет. Да, действительно, я обманул, действительно, я не привит, и действительно, теперь он лежит в клинике и лечится, причем тяжелую форму. Все-таки сейчас мы подходим к тому, что, да, сложная группа населения осталась, которую необходимо убедить, мотивировать. Действительно, появились даже те, кому хотелось умчаться быстрее в отпуск и иметь на руках сертификат. То есть это тоже там не особо гражданская сознательность, наверное, была, а лишь необходимость, да, и мотивация в этой ситуации выглядела Турция и перелет. А какие у нас остались ресурсы, чтобы убедить? Какие шаги нам нужно предпринять? Как вы думаете? Я не знаю, в красные зоны водить у нас вот рекомендуют журналисты людей. Я вот с удовольствием, да, показала бы свою клинику, показала бы красную зону, показала бы реанимацию, где тяжело больные, и очень низкий процент из этих пациентов выздоровеет, потому что они очень тяжело болеют. Но, к сожалению, нельзя. Или просто в палату заходишь, да, там вот 4 пациента, и все на кислороде. И раз палата на кислороде, 2, 3. То есть вот посмотреть своими глазами. Все противники вакцинации против ковида, они все понаслышке только знают. А когда они видят все своими глазами или лежат вот на койке рядышком с такими же, как они думают по-другому. Но показывать, рассказывать, я говорю, у нас один с вами инструмент — говорить правду и показывать правду, и убеждать. Какие еще вот методы воздействия? Аргумент? Конечно, это убеждение. Это убеждение прежде всего. И здесь сейчас мы все знаем, что это заболевание, которое, к сожалению, является жизнеугрожающим. И мы иногда часто проводим разъяснительные беседы тоже с молодежью, с людьми, которые приходят за советом и говорят: а вы знаете, я боюсь, я вакцинируюсь, будет это. И есть очень простой ответ: вы знаете, а завтра может в этом случае не наступить. Поэтому несколько десятков миллионов человек привиты не только в нашей стране, но и в других странах мира вакцинами, которые зарегистрированы в нашей стране. Мы не видим никаких, понимаете, серьезных побочных эффектов. Уже накопилась большая доказательная база. Это так называется в медицине. Если в январе, феврале, в марте действительно доказательная база была небольшая, но она была опубликована уже в ведущих журналах, то сейчас она опубликована во многих журналах мировых, не говоря уже о российских. Идут публикации о разных контингентах людей привитых, молодых, пожилых, с диабетом, с гипертонией, с заболеванием нервной системы. Эти все данные есть, они открыты, и о них надо постоянно говорить. Нужно просто взять, подумать и почитать. И взвесить пользу риска. Конечно. И все-таки хотелось завершить тем соцопросом, с которого начали. Мне кажется, мы не знаем, опрашивали там переболевших, или это были там непривитые только и так далее, и так далее. Но мне кажется, если мы этот опрос проводили среди переболевших, и те, кто оказался на койках в стационарах, то результаты этого опроса были бы совсем другие. Я благодарю всех экспертов за участие в программе. Спасибо телезрителям. Всего доброго. До свидания.